Серия книг «След татар в истории». Книга вторая. Лицо казанской национальности. Ибрагим Хальфин, первый профессор Казанского императорского университета из числа татар. К Ибрагиму Хальфину, адъюнкт-профессору Казанского университета, за помощью обращался американский коллега. Зачем? Американский ученый О. Рерих изучал язык индейцев Сиу, и ему показалось, что он близок к тюркским языкам. Для того, чтобы подтвердить свои догадки, ему нужна была консультация специалиста, хорошо знавшего диалекты тюркского и урало-алтайского семейства языков. Все это происходило в начале аж XIX века. Спустя 200 лет близость тюркского и индейского языков подтвердил татарский академик Абрар Каримулин. Но обо всем по порядку. Вы можете представить, чтобы на должность учителя школы назначали указом главы государства? А в XVIII веке так оно и было. В 1769 году в Казанской гимназии по велению Екатерины II был открыт татарский класс. Императорский указ гласил: учредить единожды навсегда при Казанской гимназии для охотников класс того языка и определить учителем онного старой и новой в Казани татарских слобод депутата и тамошней адмиралтейской конторы толмача, то есть переводчика, Сагита Хальфина. Сагит Хальфин – это дед Ибрагима Хальфина. Набирающая силу империя устанавливала новые контакты с Востоком, и ей нужны были грамотные чиновники, владеющие арабским, персидским и тюркскими языками. Где их готовить? Лучшего места, чем Казань, которая всегда служила своеобразным мостом между Западом и Востоком, не сыскать. Первая Казанская мужская гимназия – это первая провинциальная гимназия в России. Была учреждена еще в 1759 году и давала хорошие знания в области многих наук, в том числе в изучении языков. Через гимназию прошло много знаменитостей. Одним из первых ее окончил великий русский поэт Гаврила Державин, в крови которого тоже текла татарская кровь. Благодаря стараниям ее первого директора Веревкина, театрального драматурга и в будущем знаменитого академика, именно в Казанской гимназии впервые возник профессиональный театр европейского типа. Сагит Хальфин, дед Ибрагима Хальфина, был назначен на должность преподавателя татарского языка в столь знаменитое учебное заведение не случайно. Он уже проявил свои творческие способности в качестве активного депутата в комиссии по разработке проекта нового уложения 1767 год. Хальфин не только преподавал татарский язык в гимназии, но и занимался научной работой. Татарские книги тогда еще не издавались типографским способом. Все книжное наследие народа сохранялось отдельными энтузиастами в виде ветхих рукописей. В 1778 году был напечатан первый светский букварь татарского языка «Азбука татарского языка» с обстоятельным описанием букв и складов в типографии Московского университета. Эту книжку написал Сагит Хальфин,
а затем составил сохранившиеся в рукописи пособие «Татарский словарь» и краткая татарская грамматика в пользу обучающегося юношества татарскому языку. Были в моде тогда такие длинные заголовки у книг. В Казанской гимназии преподавали также его сын Исхак и внук Ибрагим, о котором речь пойдет впереди. Общий педагогический стаж учительской династии Хальфиных составляет 60 лет. Исхак Хальфин известен еще и как переводчик на татарский язык полицейского устава, положения управы благочиния и учреждений для управления губернией Российской империи, изданных в азиатской типографии при Первой Казанской мужской гимназии. Последняя работа, выполненная очень быстро и грамотно, так понравилась Екатерине II, что она пожаловала автору чин губернского секретаря и денежную награду в размере 1000 рублей. Огромные деньги по тем временам. Но наибольших успехов добился Ибрагим Хальфин, который, как отец и дед, преподавал сначала в гимназии татарский язык, а после открытия Казанского императорского университета работал там сперва в качестве лектора, а потом адъюнкт-профессора. Это был первый ученый из татар в университете, оставивший заметный след в его истории. Помимо татарского, Хальфин обучал турецкому и арабскому языкам, занимался исследованиями в области востоковедения. Учебных пособий по его дисциплинам не хватало, их попросту не было, поэтому он стал писать и переводить учебники сам, издав азбуку и этимологию татарского языка и подготовив вместе со студентом Юнаковым на татарском языке краткую российскую историю и географию, а также арифметику. Роль Хальфина в просвещении татарского народа, приобщении его к достижениям российской и европейской культуры поистине огромна. Ученый лично приглашал своих соплеменников в гимназию и университет на различные торжественные мероприятия, театральные представления, руководствуясь принципом «лучше один раз увидеть». Научная специализация Ибрагима Хальфина – история восточных народов, точнее источниковедение, область, в которой до сих пор остается много белых пятен. Для того, чтобы стать здесь настоящим профессионалом, мало знать восточные языки. Необходимо еще разбираться в различных древних шрифтах и азбуках. В Казанском университете Ибрагим Хальфин дружил и плодотворно сотрудничал с выдающимся русским востоковедом немецкого происхождения, а куда же без немцев никуда, Френом. Известный востоковед Френ. Общение, которое продолжалось и после переезда последнего в Петербург. Это общение было полезно обоим. Хальфин многому научился у Френа. Именно с его подачи он знакомился с трудами известных европейских ориенталистов, а Френ с помощью своего ученика постигал восточные языки. Из наиболее значительных их совместных работ исследователи в первую очередь называют знаменитую родословную тюрков Абул-Гази Багадур-хана. Здесь необходимо сделать примечание. Переводил эту книгу, конечно, Ибрагим Хальфин, а Френ был редактором. Как в свое время в 1770 году, немного пораньше, редактором был
другой немец Герхард Миллер. И тогда эта книга, она впервые издавалась в России, называлась «Родословная татар». Именно так в оригинале и звучало. Но позже название книги «Родословная тюрков» изменили, то есть, наоборот, «Родословная татар» изменили на «Родословную тюрков». Но Хальфину деваться было некуда, и он подготовил перевод этой книги и ее издание под заголовком «Родословная тюрков». Благодаря изданию этой книги в Казани, после текстологической редакции Ибрагима Хальфина, этот замечательный исторический памятник тюркских народов был введен в научный оборот и стал доступен всем ученым-ориенталистам, причем не только российским, но и зарубежным, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на него европейских историков. Но наши отечественные историки ссылаются на это издание очень редко. После выхода этой книги Ибрагим Хальфин обратился к своим соплеменникам-татарам с просьбой сохранять старинные рукописи о Чингисхане и об истории татар. Но после перехода сначала на кириллицу, а потом на латиницу, арабское письмо было объявлено пережитком прошлого, и хранить подобные рукописи в домах стало опасно. Архивы госучреждений, научных учреждений и домашние архивы были основательно подчищены. За хранение и распространение книг, написанных арабской вязью, можно было и срок схлопотать. Несмотря на такой страшный прессинг, татарам все же удалось кое-что и сохранить. Зайдите сегодня в любой сельский школьный музей, и вы увидите, что его стены украшают старинные шажара. Ибрагим Хальфин имеет и самостоятельные работы. Эта работа тоже была самостоятельна. Френ просто был редактором этой книги. Самые известные из них – «Азбука и грамматика татарского языка» и «Жизнь Чингисхана и Ахсак Тимура» с присовокуплениями разных отрывков до истории касающихся, кое все слова для обучающихся расположены по алфавиту. Вот такой длинный заголовок этой книги. Тогда так было принято. Эти книги долгое время оставались единственными учебными пособиями по данной тематике и послужили образцами для написания новых более поздними авторами. Если бы все историки ссылались на эту книгу «Жизнь Чингисхана и Ахсак Тимура», подготовленную казанским татарским историком Ибрагимом Хальфиным, то мы сейчас имели бы совсем другие книги по этой тематике. Специалисты отмечают, что труды Ибрагима Хальфина были замечены такими видными в то время европейскими тюркологами, как Сильвестр де Сасси, А.Давиди, Парч Шпурел, Чарльз Рей, а также немецким историком Йозефом Гаммер-Пургештелем, которого, кстати, высоко ценили Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Казанский ученый Абрар Калимуллин, спустя уже 200 лет, наш современник, почти 200 лет, изучавший диалекты древних тюркских племен, совершил в Пушкинском доме в Ленинграде любопытную находку. Оказывается, имя Ибрагима Хальфина было известно не только в Европе, но и в Америке, о чем свидетельствует письмо американского ученого О'Рерига в Казанский университет, адресованное Ибрагиму Хальфину. Рерик прислал в Казань несколько писем, причем писал он по-татарски арабскими буквами.
Это само по себе удивительно. В далекой Филадельфии нашелся человек, который выучил по книжкам татарский язык и обратился в Казанский университет за помощью первому татарскому ученому-историку этого университета. Что интересовало Отто Рерига? Как пересказывает его письмо Абрар Каримулин, Отто Рериг пишет Ибрагиму Хальфину, что у него имеются две его книги, и он изъявляет свое желание познакомиться с его новыми работами по татарскому языку. Далее он сообщает, что давно занимается изучением татарского языка, о своих работах по описанию тюркских рукописей в библиотеках Парижа, о своем знакомстве с трудами известных тюркологов. Причину своего обращения к Ибрагиму Хальфину Отто Рериг объясняет тем, что у него возникла необходимость глубокого изучения истории татар, диалектов языка, и поэтому он желает установить научные контакты и обмен новыми трудами по тюркологии. Дело в том, что американский ученый изучал язык индеевцев Сиу, и ему показалось, что он близок к тюркским языкам. Для того, чтобы подтвердить свои догадки, ему нужна была консультация специалиста, хорошо знавшего диалекты Урало-Алтайского семейства языков. Через почти 200 лет это блестяще доказал татарский ученый, академик Абрар Каримулин. Но Ибрагим Хальфин, увы, не смог ответить своему заокеанскому коллеге по простой причине. В 1861 году, когда Отто Рериг писал в Казань, Ибрагима Хальфина давно уже не было в живых. Он умер в 1829 году. Как жаль! Возможно, если бы их контакт состоялся, ученым удалось совершить удивительное научное открытие. В примечаниях заметим, что чуть раньше татарского академика Абрар Каримулина в своих работах о широком международном распространении тюркских языков говорил знаменитый казахский писатель Олжас Сулейманов. А в 2017 году писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов выпустил свою замечательную книгу «Великий язык тюрков», о которой мы тоже рассказываем на своем видеоканале.